У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў. Спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Чыстая вада – неабходная складаючая дастойнага дабрабыту. Калі нашы продкі карысталіся пераважна калодзежамі ды крыніцамі, то сёння прама з артызіянскай свідравіны яна пастаўляецца практычна ў кожны дом. Як жыхары нашай вобласці забяспечваюцца якаснай пітной вадой? Паспрабуем разабрацца. Аб'ектыўна. Беларусь – адна з самых багатых па водных рэсурсах еўрапейскіх краін. А Віцебшчына – самы багаты ў гэтым плане рэгіён краіны. Нездарма ж межы нашай вобласці практычна поўнасцю супадаюць з межамі беларускага паазер'я. Але мала валодаць прыродным багаццем. Не менш важна умець правільна ім распараджацца. Для ўмелага і беражлівага выкарыстання водных рэсурсаў у нашай вобласці створана унітарнае прадпрыемства «Віцебск-Абл-Водаканал», якое адказвае за ўсю вадаправодна-каналізацыйную сістэму рэгіёну. Спецыялісты менавіта гэтага прадпрыемства займаюцца цэнтралізаваным водазабеспячэннем жыхароў вобласці, 98% якіх маюць магчымасць карыстацца гэтай перавагай цывілізацыі. Продолжаются работы по развитию систем водоснабжения, и я думаю, что недалеко то будущее, когда 100% нашего населения будет охвачено централизованным водоснабжением там, где это необходимо. Конечно, в населенных пунктах, где эта система, нет необходимости в ней, там, я думаю, будут местные системы водоснабжения, которые, как сегодня, допустим, колодец, либо небольшая мелкозаглубленная артезианская скважина обеспечивают население водой. За последние 20 лет в развитие систем водоснабжения и водоотведения государством вложены колоссальные деньги. И что касается сегодня городов, райцентров, крупных населенных пунктов, даже сельских, то там везде присутствует централизованное водоснабжение. И в городах, в крупных городах, в райцентрах также это водоснабжение сегодня нормативного качества. И наша вся работа дальнейшая построена на то, чтобы обеспечить все сельские населенные пункты водой нормативного качества. Где-то посредством строительства станции обезжелезывания, где-то посредством улучшения качества того водоснабжения нецентрализованного, которое там сегодня есть. До 2025 года нам предстоит обширная программа по строительству сетей, сооружений, станций обезжелезывания для того, чтобы обеспечить наше население качественной питьевой водой, такой же, как в городе, на селе. Основная проблема нашей воды – празмерное утрыманне ў ёй жалеза. Вся вода, которая у нас в Витебской области, которую потребляет население, юридические лица, она питьевого качества. Единственное, что сегодня беспокоит и население, и над чем мы сегодня работаем, это содержание железа в воде. И поэтому вся наша сейчас работа на ближайшие 7 лет, она построена на то, чтобы люди получали качественную воду, независимо от того, централизованный это источник водоснабжения, либо не централизованный. И если говорить о том, что сегодня в области 80% сельских населенных пунктов это до 50 человек, то там у нас существует нецентрализованная система водоснабжения, это колодцы, которые сегодня находятся на балансе у сельсоветов, у предприятий ЖКХ. Только в нескольких районах, там, допустим, в Варшанском, в Полоцком, это передано на баланс нашего предприятия. Конечно, мы понимаем, что мы специализированная организация, которая должна отвечать за всю воду, которую потребляет население. Поэтому я считаю, что в ближайшее время будет решаться вопрос о передаче нецентрализованных систем водоснабжения, то бишь колодцев, на наш баланс. И тогда уже мы к 2025 году будем планировать свою работу так, чтобы закрыть и эти вопросы. Дарэчы, прымаючы на свой баланс калодзежы, водаканал ніякай платы з вясковых жыхароў не збірае. Пры гэтым забяспечвае ўтрыманне іх у належным стане, перыядычна правярае якасць вады ў першую чаргу на ўтрыманне нітратаў, праводзіць своечасовую ачыстку. Каб пазбавіцца асноўнага недахопу нашай вады, па ўсёй вобласці зараз актыўна ўзводзяцца станцыі абезжалезвання. Найперш у буйных населеных пунктах і там, дзе праблема стаіць больш вострым. У гарадскім пасёлку Обаль такую станцыю ўвялі ў эксплуатацыю летась. Аднак яе наладка запатрабавала больш часу, чым разлічвалі першапачаткова. Станция обезжелезывания сдана в эксплуатацию. В общем-то,
достигнуты уже результаты по очистке воды, но есть еще необходимость корректировки технологического процесса очистки по такому показателю, как железо общее, что и, в принципе, и проводится в данный момент. Производственная лаборатория предприятия проводит постоянный мониторинг качества воды в населенном поселке Оболь. Сообщается информация подрядной организации, поскольку вывод на режим уже устойчивый и стабильный – это как бы еще задача подрядной организации. Пусконаладку они продолжают, корректировку процесса они продолжают. Я надеюсь, что в скором времени уже по вот этому показателю железо общее мы достигнем именно стабильного, устойчивого результата. Мы ввели эту станцию в прошлом году. Летом все начало работать в технологическом режиме, но потом в связи с сезонными изменениями качества исходной воды, которая идет из скважины, начали появляться немного превышения по железу. Вот сейчас подрядчик, эта станция на гарантии, сейчас подрядчик проводит пусконаладочные работы, отлаживает процессы для того, чтобы вывести конечные показатели по воде до нормативных. Сегодня там превышения не такие значительные. Если по нормативу 0,3 мг на литр, то там сегодня периодами бывает 0,6, 0,7. Поэтому вся работа будет выполнена. Я думаю, что скоро мы получим результат. Якасць вады, што здабываецца з артэзіянскай свідравіны, залежыць ад многіх фактараў. Часам бывае, што яна наогул не патрабуе значнай дадатковай ачысткі. В Полоцком районе все населенные пункты как бы имеют воду с превышениями по железу, и ионы аммония там достаточно высокие. Это вода, которая более тяжелая для очистки, исходя из качества исходной воды. Допустим, если рассматривать Шумилинский район, то сам населенный пункт Шумилина имеет такую воду, которая не требует дополнительной очистки. Она сразу соответствует требованиям Санпина. Поэтому, в общем-то, можно говорить, что некоторым повезло. И нам в том числе, что хоть там нам не надо строить станцию. Станцыя абезжалезвання ў гарадскім пасёлку Балбасава Аршанскага района запрацавала ў кастрычніку мінулага года і ачышчае ваду для 4000 жыхароў пасёлка, навакольных вёсак, а таксама авіярамонтнага завода і транспартна-лагістычнага цэнтра, што ўзводзіцца непадалёк. Превышение железа в нашем поселке до строительства станции обезжелезывания превышало более чем в 6 раз. То есть с вводом в эксплуатацию станции обезжелезывания, то есть проблема полностью решена. Население поселка Балбасова может потреблять уже качественную, очищенную питьевую воду. В проект строительства станции обезжелезывания входило не только строительство непосредственно станции обезжелезывания, а также еще и капитальный ремонт насосной станции второго подъема, капитальный ремонт всех артезианских скважин, потом замена оборудования, установка современного энергосберегающего насосных агрегатов, полностью автоматизация всех процессов водоснабжения нашего поселка. Сучасныя тэхналогіі зрабілі значны крок. Куды ж цяпер без сэнсорнага экрана і вай-фая, нават пры кіраванні станцыяй абезжалезвання. Здесь непосредственно можно в случае выполнения каких-либо работ, то есть в ручном режиме отключить непосредственно артезианскую скважину для выполнения каких-либо ремонтных работ, ну и потом перейти в обратно автоматический режим. Есть специальная программа, можно непосредственно все это вывести на мобильный телефон и управлять всеми процессами непосредственно уже через мобильную связь. Магутнай станцыі 25 кубічных метраў у гадзіну. Вада на яе можа паступаць з 3 розных свідравін. Фільтры пры правільным абслугоўванні разлічаны на эксплуатацыю на працягу 20 гадоў. А ўся рэканструкцыя сістэмы водазабеспячэння была праведзена ўсяго за паўгода. Вядома ж, і жыхары пасёлка адчулі розніцу. Хорошее качество воды, и пить приятно, а то пить невозможно было. Мы очень довольны водой. И в ванне вода чистая, аж светится, как морская вода, такая чистая, прозрачная, очень хорошо. Мы довольны водой. Ну, та, которая была раньше, вода, и сейчас это совершенно по-другому все. Она почти как источника. Філіал Оршаводаканал абслугоўвае сістэму водазабеспячэння, акрамя Аршаншчыны, яшчэ ў 2 раёнах – Талачынскім і Дубровінскім.
Праблема высокага ўтрымання жалеза ў вадзе характэрна для ўсяго гэтага рэгіёну. Таму ўзвядзенне падобных станцый тут будзе працягвацца як мінімум да 2023 года. На 2019 год запланировано строительство станции обезжелезывания по следующим населенным пунктам Аршанского района. Это Митьковщина, Новая Хороброво, Пищалово, Пеячище, Белево, Заполе с закольцовкой сети водопровода, деревня Бояковщина, деревня Молотынь. Ну и строительство сети водопровода. Населенный пункт Старь, населенный пункт Козловище 1, Лемно, Липкий и деревня Высокая. Программа до 2023 года затронет капитальные ремонты по Аршанскому району по сетям 4 объекта, строительство сети водопровода 2 объекта и строительство станции обезжелезывания 10 объектов. Работа па паляпшэнні якасці пітной вады зараз актыўна праводзіцца па ўсёй вобласці. До 2025 года нами привлечено и уже подтверждено, что необходимо осваивать порядка $100 миллионов для того, чтобы построить в области 270 объектов водоснабжения, для того, чтобы 100% населения области получило качественную питьевую воду. Сегодня нами привлечены и кредитные ресурсы, и, как я уже говорил, средства бюджета, и собственные средства для того, чтобы эту программу выполнить. Вот в этом году буквально нам за год необходимо построить порядка 40 станций обезжелезывания. В каждом районе эта информация будет доступна и для власти, и для населения о том, в каком году в их населенном пункте будет строиться станция обезжелезывания. Это мы закрываем полностью все районы по всей области. Як вы ацэньваеце якасць вадаправоднай вады? З такім пытаннем на гэты раз мы звярнуліся да выпадковых мінакоў у Оршы і ў Віцебску. Меня устраивает. Ну, смотря с чем сравнивать. Все же в мире относительно. Если с Минском сравнить или с Москвой, то у нас отличная питьевая вода. Можно пить из крана, все что угодно можно готовить. Не сравнить, как в больших городах. В нашем водопроводе вода нормальная. Я не могу сказать, что она плохая. У нас не очень. У нас стоит очиститель. А что не устраивает? Ну, например, даже вот чайник кипятим, и получается вот эта накипь оседает, а после очистителя вообще чистый чайник все время, даже накипи нет. Вот здесь мы живем за Днепром, там вообще вода у нас идет желтая даже порой. И осадок такой вот. Мы кипятим, потом сливаем опять. Питьевая вода не устраивает ее жесткость все-таки. То есть привкуса как такового нету, но жесткость присутствует. Если бы и без нее, то было вообще все хорошо. У нас вода по нашему городу одна из самых лучших в республике. Я был в Бресте, я был в Минске, там в некоторых районах она по своим органолептическим свойствам она хуже, чем в Витебске. У нас хорошая вода, я живу на правде. В зависимости от района. Допустим, у меня мама живет железнодорожный район, это Тирасполь, там похуже вода. У нас новый район, медцентр, тут как бы получше. Хорошее качество воды. Вода жесткая, но это же неплохо. Питьевая вода не должна быть стерильной. Меня устраивает. Я в Шумилино живу. В Шумилино вода очень вкусная, водопроводная. Так что приезжайте за шумилинской водой. Якасці вады прысвечана і наша традыцыйнае апытанне на сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Яго прамежкавыя вынікі зараз на вашых экранах. На сайце ТРК будуць і іншыя пытанні. Заходзьце на адрас vtv.by і галасуйце. Тут жа змешчаны і тэмы бліжэйшых выпускаў нашай перадачы. Прапановы па іх, а таксама пытанне адказным за іх вырашэнне службовым асобам можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!